الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в теле человека есть кусок мяса. И если этот кусок мяса будет праведным, хорошим, действительным, пригодным, то он сделает пригодным все тело человека. И если же этот кусок мяса, будет испорченным, то он испортит все тело человека. И этот кусок мяса – это сердце человека. И поэтому, если сердце будет праведным, если сердце будет пригодным, если сердце будет страшиться Всевышнего Аллаха, и если сердце не будет поражено различными болезнями сердца, и мы сейчас говорим здесь не про кардиохирургию, да? Мы сейчас говорим именно болезни души, болезни сердца, которые влияют на наш иман. Если сердце будет свободно от этих болезней, значит оно с собой заставит все оставшееся тело, руки, ноги и так далее, да, сделает их праведными. И вот, уважаемые братья, сегодня я хотел бы поговорить именно о той болезни, которая отравляет всем нам нашу жизнь. Именно та болезнь, которая является той болезнью, которая сделает черной его жизнь в этом мире и в ахирате. И по сути, это является первая болезнь сердца в истории человечества. И это, конечно же, болезнь зависти. Зависть. Когда человек делает хасад, да? Когда человек видит что-то другое, видит какое-либо благо у другого человека, у другого создания и начинает желать, чтобы это у него прошло, чтобы это у него ушло, испортилось, сломалось и так далее. И таким образом он хочет превознести самого себя над этим человеком. И как ученые сказали, зависть – это именно первая та самая болезнь, первый тот самый грех, который случился между Адамом и Иблисом. Да? Иблис, как мы все знаем, он является джинном. Аллах создал его из огня. И он в свое время был очень знающим и очень почитаемым. Он был в раю. Но когда Аллах Субханаху ва Тааля создал нашего отца Адама и поселил его в раю, приказал всем ангелам совершить саджда Адаму. Но все совершили саджда, но Иблис возгордился. Иблис отказался. То есть он что начал делать? Он начал завидовать Адаму, потому что Аллах его создал и приказал, чтобы все поклонились. А про других он об этом не говорил. Когда создавал ангелов, когда вознес на небеса Иблиса, он об этом им не говорил. И что он начал делать? У него в сердце появилась ненависть к Адаму. И что он возгордился, и это привело его к неверию, что он сказал: «О Аллах, ты создал Адама из глины, а меня создал из огня. Огонь лучше, чем глина». И таким образом он возгордился и ослушался приказ Всевышнего Аллаха, и за это Аллах проклял его. И сменил его облик, сделал на страшный, ужасный облик, да, и обещал ему вечные муки в джаханнаме, в огне. Но Иблис попросил, чтобы Аллах продлил ему жизнь до самого судного дня, и поэтому он поныне жив. И поэтому, уважаемые братья, вот это именно то, что погубило Иблиса. Гордыня и зависть. Завидовал Адаму. Точно так же первое убийство, которое произошло в истории человечества, и сегодня об этом, иншаллах, на татарской хутбе будем говорить, да, это то, что произошло между сыновьями Адама, алейхиссалям, между Кабилем и Хабилем. Кабиль начал завидовать тому, что у Хабиля Аллах принял его курбан, его благодеяние, а у него не принял. И он опять, увидев это, да, это сжигало его изнутри, это убрало у него покой, да, он стал беспокойным, и в итоге он решил убить своего брата Хабиля. И поэтому, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегал нас, чтобы мы впадали в этот грех.
Почему? Потому что этот грех, он настолько опасный, он настолько является убивающим человека, да, что именно из-за зависти все благие дела, которые он совершил, они могут превратиться в прах, они могут исчезнуть, они могут, их не станет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, то, что поистине зависть съедает награду от благих деяний человека так, как сжигает огонь дрова. Когда дрова закидываешь в печку, когда она горит, да, там сколько там она это будет гореть? 15 минут, полчаса, час может быть там, да. Но в итоге что останется? Останется лишь труха, да. Ничего не будет. Останется лишь одни вот эти вот вот эти вот угли. И ничего от этого не останется. И точно так же зависть, что сделает? Зависть уничтожит все те благие дела, которые ты старался, которые ты терпел, которые ты выполнял ради Всевышнего Аллаха. Это все может исчезнуть. И поэтому, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал на это очень большой, придавал этому очень большое внимание, да, очень большой делал этому уклон. И в других хадисах говорится, да, то, что зависть, говорит, она является, говорит, халика, то есть именно что делает? Сбривает. Вот это вот слово халика, да, оно применяется, когда человек волосы сбривает на лысо, именно вот этой безопаской там, да, или еще каким-нибудь жилетом, да, то есть сбривает и ничего не оставляет на голове человека. И вот точно так же зависть будет сбривать веру человека. Не останет ничего, не оставит ничего от этого. И вот это вот чувство зависти по отношению к другим, да, это в итоге доконает и убьет его. И поэтому, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, давал нам советы, как нам сохранять чувство братства, как нам сохранять отношения друг с другом. Посланник Аллаха говорил: остерегайтесь плохих мыслей о ком-либо. Поистине, плохие мысли – это самые лживые слова. Не проверяйте друг друга, не следите друг за другом, не шпионьте друг за другом, да? И не завидуйте друг другу, и не относитесь друг к другу с ненавистью. Не оставляйте друг друга, показывая своему другу свою спину, то есть не отворачивайтесь от них. И будьте, о рабы Аллаха, будьте братьями, будьте братьями. И поэтому, уважаемые братья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе перечисляет нам, что нам нельзя делать, что будет портить наше братство, что будет нас убивать, да, и перечисляет и говорит, вот эти вот вещи, да, они приведут к тому, что братство, то, что единство, то, что сплоченность, да, это все может уничтожится, если появятся вот следующие вот эти вот болезни, и среди которых зависть. И поэтому, уважаемые братья, вот, к сожалению, наша человеческая природа такова, то, что мы подвержены этому. И как мы все люди, да, у нас есть нафс, у нас есть свои страсти, у нас есть склонность именно к тому, что Аллах Субханаху ва Тааля запретил. И вот в этом и смысл нашего существования, что человек борется со своими пороками, надеется на награду Всевышнего Аллаха и стремится к его довольству. Вот в этом. И поэтому ученые дают совет, да, что же делать, когда ты, увидев, например, какое-либо благо твоего брата, там, хорошую машину, хороший дом, семью, дети там, и так далее, если вдруг у тебя возникнет вот это вот чувство, борись с этим чувством, не давай ему развиваться. Не давай ему отравлять твое сердце и все твое тело. Что, говорит, делай? Ученый дает совет: как только у тебя возникнет чувство зависти к твоему брату, сделай за него дуга. Попроси у Аллаха, чтобы Аллах даровал этому брату баракат в этом благе. И иншаллах, по милости Аллаха, это послужит лекарством, что это вот самое вот чувство зависти, оно после этого пройдет. И поэтому татарша айтканда инде кайда гына күзегез төшсә дә, шул нигъмәт өчен Аллаһтан бәрәкәт сорап дуа кылыгыз. И также, уважаемые братья, в одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: те болезни, которые поражали людей, живших до вас, они потихоньку приближаются и к вам. И это, говорит, две болезни. Это, говорит, зависть и ненависть.
по отношению друг к другу. И эти болезни являются сбривающими. Но они сбривают не волосы на теле человека, но они сбривают его веру. Сбривают его веру. И поэтому, уважаемые братья, пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит нас от этой болезни. Пусть Аллах Субхану ва Тааля очистит наши помыслы, наши нияты, чтобы мы впадали в эту болезнь, чтобы мы защитили друг друга. И в целом, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, что зависть запретна. Зависть является болезнью. Зависть является большим тяжким грехом, и который в итоге может привести очень к тяжким последствиям. Но исключением являются две вещи, в которых можно завидовать. И это является благом, если у него будут появляться подобные мысли. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, лишь только в двух вещах можно завидовать кому-либо. Первое, если Аллах кому-либо даровал знание, мудрость, и вот человек, видя его, видя, как он совершает деяния на основании своих знаний, своей мудрости, вот в этом, говорит, пусть завидует. То есть, если бы я тоже был бы таким знающим, тоже таким был бы мудрым, приносил бы пользу людям, вот это вот желание, это, говорит, благое желание. И второе, говорит, вторая ситуация, где можно завидовать, посланник Аллаха сказал, и если кому-либо Аллах даровал много богатства, и этот человек тратит свое богатство только лишь на пути истины, вот этому человеку тоже можно завидовать. То есть, когда он набрал состояние, да, и тратит это лишь только на те пути, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, которыми будет доволен. Садака, закат, помощь и так далее. Да? Все, что будет помогать мусульманину, все, что будет помогать умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Если он это тратит именно должным образом, дозволенным образом, вот здесь, говорит, можно завидовать. Если я тоже был бы таким, и тоже бы тратил на пути, которыми доволен Всевышний Аллах, и тоже так бы поступал бы. И вот этот вот вид, да, у нас в народе называют белой завистью. Белой завистью, и вот в этом нету греха. И более того, посланник Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля, Аллах в суре Мутаффифин призывает нас, чтобы мы соревновались друг с другом. То есть не соревновались друг с другом именно в тех делах, которые приведут нас к счастью в ахирате. Не соревновались друг с другом, там, кто больше там украдет, кто больше совершит греха, кто больше там нахапает самому себе там, и так далее. Да? Нет. Но соревноваться друг с другом именно в том, что приведет к счастью человека в обеих мирах. И поэтому Всевышний Аллах в суре Мутаффифин, когда перечислил блага и те нигматы, да, то, что ожидает человека в раю, Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вафи залика фальятанафасиль мутанафисун». Когда перечислил все блага рая, он сказал: вот именно из-за этих вещей пусть люди и соревнуются между собой. Кто больше, кто выше займет степень в раю перед Всевышним Аллахом. И, к слову говоря, сподвижники, да, они действительно, они соревновались между собой. И соревновались, не уступали друг другу именно в делах, которые касаются ахирата. Именно в делах, которые касаются вечной жизни. Что касается мирской, они уступали, они были щедрыми, они делились. Но что касается ахирата, нет. И поэтому вот у нас вот можно увидеть, да, вот в мечетях, допустим, когда заходишь, первый ряд, как мы знаем, то, что является самым таким рядом, за который полагается большая награда. И иногда человек, допустим, двое, в один и тот же момент хотят занять пустое место, да, но места хватает лишь одному. И тут вдруг, который, я не знаю, такой более культурный, что ли, так сказать, да, он говорит: нет, брат, давай, бисмилля, давай ты, да. Таким вот образом, таким жестом он как бы показывает свою культуру, но он не к месту это показал. Конечно, толкаться, биться нельзя, но уступать в делах, где ты можешь заработать больше награды, сподвижники так не поступали. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда он брал тахарат, вода, которая касалась его тела, в ней был баракат. И вообще в целом, знаете, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все его тело,
оно было баракатным. И сподвижники стремились получить этот самый баракат. И когда он брал тахарат, сподвижники друг с другом буквально чуть ли не толкались, чтобы остатки воды, которые будут скатываться с его тела, с его рук и так далее, чтобы они взяли себе и растерли свое тело. Они буквально сражались друг с другом за это. И поэтому, уважаемые братья, это говорит нам о том, что они стремились в благих делах, которые касаются ахирата, не уступать друг другу. И последняя история, и на этом завершу. Однажды, когда сподвижники сидели вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, принесли молоко, свежевыдаянное молоко, и налили пророку, саллиллаху алейхи вассалям, в сосуд. И после этого, когда он выпил, да, смотрит, а он всегда любил делать любые благие дела с правой стороны, смотрит направо, сидит Абдуллах ибн Аббас, его родственник, но он очень молодой, в то время там, ему не больше 10, наверное, было лет. Смотрит налево, Абу Бакр, самый достойный среди сподвижников, самый ближайший друг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И никто не должен иметь сомнений, то, что среди сподвижников Абу Бакр самый достойный сподвижник. И Абдуллах ибн Аббас, несмотря на все его знания, его уровень, он ниже, чем Абу Бакр. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев то, что справа сидит Абдуллах ибн Аббас, его родственник, да, сподвижник, который был молодым, и он любил всегда делать с правой стороны, он говорит: разрешишь ли ты мне передать, говорит, этот сосуд, чтобы после меня попил, говорит, Абу Бакр слева? И что сказал Абдуллах ибн Аббас? Да, конечно, он же дядюшка, он же как бы пожилой, он же взрослый там и так далее, да? Он сказал: нет, я, говорит, никому не позволю, говорит, отдать свое право воспользоваться сосудом, куда касались твои слюни. И после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первым он выпил сам и не отдал это право, не поделился ни с кем. Является ли это проявлением неуважения? Нет. Тут нет никакого уважения. Человек, сподвижник, сказал: я не уступлю свое право, в котором есть баракат, кому-то другому, который я сам могу заслужить. И поэтому, уважаемые братья, это показывает нам, что сподвижники стремились в благих делах не уступать, выполнить это самим. Что касается мирского, они были готовы делиться друг с другом. Вспомните, когда сподвижники переселились из Мекки в Медину, мухаджиры, да, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, каждому мухаджиру побратал каждого мухаджира с ансаром, с подвижником, который жил в Медине. И один из ансаров сказал мухаджиру, что говорит: если хочешь, говорит, я, говорит, тебе отдам половину своего имущества. У меня, говорит, есть 2 жены, если хочешь, посмотри на них обоих, которая тебе более приглянется, я сделаю ей талак, разведу, пройдет время, и ты женишься. То есть он был готов пожертвовать самым сокровенным, то, что у него есть, ради своего брата. Однако и тот мухаджир Абдурахман ибн Ауф, он сказал: нет, джазак Аллаху хайран, пусть Аллах тебе дарует баракат в твоем имуществе, в твоей семье, ну укажи, где есть у нас здесь рынок, я хочу сам зарабатывать. И поэтому, альхамдулилля, в наших сподвижниках для нас самый наилучший пример, и пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас в судный день вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вместе со сподвижниками, и чтобы мы вместе испили из озера Хауд, который будет в судный день. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.